Я этот журнал «Юрта» вижу первый раз, откровенно говоря, вот просто я не знал раньше, что такой журнал у нас вообще в природе есть. И мне интересно, вот как вы начали сдавать этот журнал, потому что я, откровенно говоря, я там не вижу выходных данных ни государственного какого-то предприятия, ни предпринимателя. В общем, это какое-то самостоятельное издание. Вот. Как вы начали издавать это? Вообще, как бы сама идея была в том, чтобы позиционировать себя как титульную нацию, потому что настолько мы зажаты, настолько мы не любим себя показывать, а уж тем более фотографироваться. И вот началось все с обложки. Обложку я искала, вот девушку я уговаривала полгода. Я вот ей благодарна, я ей кланяюсь за ее храбрость, потому что первый номер, и она согласилась, и вот ее муж согласился, чтобы она выступила, вернее, сфотографировалась. И я ей говорю, что вот какую фотографию выберешь, вот эта фотография пойдет на обложку, потому что это действительно вот нужно решиться, и вот нужно, чтобы еще фотография была по душе. Название журнала придумала Лиза Тахтобина, потому что она сказала, назовем журнал «Юрта». «Юрта», в моем понимании, было это вот что-то такое древнее. Она говорит, нет, юрта – это чуртас, наша жизнь, наши проблемы, вот вся повседневность, вот, все достижения. Ну, жизнь – это вообще прекрасное слово. А как вы вдвоем договорились с Елизаветой Тахтобиной на предмет издания-то? Вот, человек, она вообще занятой, и она долго отбивалась от меня, и потом она сказала, хорошо, потому что вот на самом деле вот журнал, он требует какой-то системы. Вот мне все говорят, как бы журнал требует системы. Что он из себя представляет, какую систему? Ну вот первый номер вышел с прекрасной статьей Лены Мамышевой. Она пишет про своего брата Аркадия Мамышева. Вот то, что он мастер спорта Советского Союза, я не знала. И вот действительно хорошо, что она написала, потому что вот она пишет там, пока жив был человек, это как бы казалось всегда это будет первое место, всегда герой мастер спорта Советского Союза, всегда первые места. Человека не стало, все, образовалась пустота. То есть уже мы не занимаем первые места, и на уровне России как бы это в таком среднем весе, по-моему, или тяжелом весе. Поэтому вот надо ценить тех людей. То есть вот на самом деле каждый из нас живет на уровне подвига. То есть каждый день он думает, это нормально, что вот так вот он живет и совершает, как бы прославляет свою маленькую родину. Но на самом деле нужно любить таких людей, уважать и вот это вот все преподносить им при жизни. Вот. Ну, знаете, вот у меня возникает вопрос вот по изданию журнала. Вот я понимаю, что, наверное, людей всегда можно найти. Я думаю, среди хакасов интересных личностей-то много. Да, но меня интересует этот денежный вопрос, почему и организационный момент. Дело в том, что до сих пор, я еще раз хочу повториться, у нас не было частного издания. Никто этого не делал. И решиться на такое, по идее, вот, ну, я лично не знаю какого-то примера, тем более вот на двух языках, там, да, на хакасском и русском языках, это же надо редактировать, это кому-то набрать, это кто-то должен на компьютере посидеть, сверстать. В общем, там и время, и денежки нужны. Вот. Как вы с этим работаете? Нет, один даже нет. Это вот все мы вместе, это вот все люди, к которым мы приходим, говорим, и они все согласны, да, потому что надо. И вот как бы все согласны, но вот, может быть, времени не хватает. А так как я не работаю, и я вот совершенно у меня время есть, поэтому я хожу, разговариваю с людьми, но они сначала как бы, может быть, так настроены скептически, но потом они говорят, да, вот надо. Один никто ничего не может, это вообще, это вот если бы не дружная команда всех людей, которые неравнодушны, и вот они хотят внести свой вклад, и вот спасибо им большое. Я говорю, вот Светлана Семеновна, она не отказалась сфотографироваться на обложку, потому что вот если этот журнал не будет интересен, то и как бы смысла его издать не будет. А какова концепция журнала? Я пока вижу там у вас в основном художественные произведения. Ну, будете ли вы туда, скажем, вкраплять политику или что-то такое? Или это будет только журнал по искусству? Только литературный журнал. Это даже только литературный? Литературные статьи, эссе,
научные публикации, стихи, сказки. Ну, это литературный журнал. Мгм. Скажите, как вы формируете материалы хакасского и русского языков? Дело в том, что я там не увидел такой раздельной хронологии, ну, скажем, раздел хакасского языка или только хакасский язык, или только русский язык, у вас там идет как-то все вперемешку. Да, все вперемешку, потому что на уровне государства и хакасский, и русский имеют одинаковые права. Ну, я понял. Просто сама идея имеется в виду удобнее, когда вот есть хакасская половина, да, текста и есть русская половина текста. Или Да, это не мне принципиально? предлагали, то есть вот в Якутии журнал издают исторический деятель какой-то, он по истории преподаватель, и он с одной стороны как бы на русском языке, а переворачиваешь, и с другой стороны на якутском. Не знаю, может быть им нравится, мне не нравится, когда журнал нужно переворачивать, а так вот все это, ну никто не хочет, пролистает, но все равно вернется, потому что пьеса Чапрая очень интересная. Потому что каждый из нас находится вот, на таком перепутье, когда делать, не делать, вот все это мешается. И выбираешь путь, и все, уже по нему идешь, уже и легче, но уже все, это уже твой путь. Мгм. И периодичность издания я вижу 2 раза в год. Раз в год. Мне показалось почему-то мало. Вот мне вот, откровенно говоря, хочется побольше. Почему? Потому что журнал интересный на самом деле, и мне кажется, материала даже будет достаточно. Или от чего это зависит? Вы знаете, на первый номер это было вообще очень трудно набрать материала, потому что наши авторы очень долго готовят, все люди занятые, то есть они помимо основной работы как бы должны еще и дополнительную работу делать, поэтому все понятно. И первый номер у нас вышел в 2015 году. Второй номер мы планировали, то есть в марте сдать материал, в июне уже получить. Ну, как видите, сдали в июне, вышло в октябре. То есть очень сложно со сроками и с авторами, потому что вот чем быстрее будет собран материал, чем быстрее распродан этот тираж, тем быстрее начнется издание следующего. То есть, иначе говоря, в общем-то, наверное, зависит еще от раскрученности, я так понимаю, да? Да, Пока... почему-то... Вот я лично, я говорю, вот не видел этого журнала, потому что я сейчас с удовольствием взял и посмотрел для себя. Ну и интересно почитать просто, да. Ну и потом, вы сами это все редактируете, смотрите ошибки и правки? Нет, что вы. Вот благодаря Хакасскому книжному издательству, благодаря редакторам, которые там профессионалы, они сами все смотрят, редактируют, дизайн, вертка, это все они. А вы только отбираете Я материал, только материал получается? даю и все, а все остальное делают они. Да, поэтому я вижу, там подготовка-то хорошая. Да, профессионалы, потому что я говорю, это общая работа. Авторы не отказываются, издатели идут. Покупайте, читайте, вот это все как бы наше. Хорошо, ладно, спасибо большое, было интересно. Ага, Спасибо. спасибо.